Таджикские военные складируют оружие и боеприпасы у границы с Кыргызстаном и готовят наемников. Заявление пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики. Иран направил в Крым своих инструкторов для обучения российских военных управлению беспилотниками. В России готовят ужесточение ответственности за нарушение правил пребывания в стране. Кадыров объявил об участии своих 3 несовершеннолетних детей в боевых действиях в Украине. Пограничная служба Кыргызстана выступила с заявлением о том, что Таджикистан не соблюдает договоренности и продолжает стягивать вооружение и военных к линии границы. Об этом сообщает издание «Аки-пресс». В заявлении указано, что пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики с недоумением восприняла обвинение пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан в адрес кыргызской стороны в преднамеренных действиях по эскалации обстановки в приграничных районах. Сведения, указанные в заявлении таджикской стороны, абсолютно не соответствуют действительности. Более того, пограничные войска ГКНБ Таджикистана намеренно искажают информацию, пытаясь спровоцировать население приграничных районов на неправомерные действия. Наши таджикские коллеги не перестают удивлять, насколько бесцеремонно они передергивают факты и даже используют пресс-релизы кыргызской стороны, меняя только название республик из слов таджикский на кыргызский. При этом пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики фиксирует переброску личного состава и техники в приграничных районах Республики Таджикистан, использование в этих целях автомашин скорой помощи, подвоз на гражданских автомашинах боеприпасов на позиции Таджикистана против местности водораздела Головной. Имеются неоспоримые свидетельства того, как в целях подготовки наемников, а также складирования оружия и боеприпасов таджикская сторона использует мечети, таким образом разрушая исламские ценности. Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики с сожалением констатирует, что несмотря на подписание протокола и меры по стабилизации обстановки в приграничных районах, таджикская сторона продолжает проводить мероприятия, которые могут послужить катализатором очередного пограничного конфликта. По информации газеты «Нью-Йорк Таймс», Иран направил в аннексированный Россией Крым своих инструкторов, чтобы обучить российских военных управлению поставляемыми им беспилотниками. Иранские инструкторы должны помочь россиянам решить проблему с закупленными у Тегерана дронами, пишет издание во вторник, 18 октября, со ссылкой на нынешних и бывших должностных лиц, знакомых с разведданными. Иранские инструкторы работают на одном из российских военных баз в Крыму, где размещено большое количество беспилотников с момента их доставки из Ирана, отмечает издание. По ее данным, они являются членами корпуса стражей исламской революции, признанной в США террористической организацией. Как сообщили источники издания, иранские инструкторы находятся далеко от линии фронта, их число неизвестно. Отсутствует информация о том, занимаются ли они сами управлением беспилотников, которые атакуют украинские объекты. Как отмечает газета, отправки Ираном инструкторов для обучения российских военных являются признаком сближения Ирана и России, продолжающего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Их приезд совпадает с моментом усиления атак на украинские объекты с применением иранских беспилотников и указывает на все более активное участие Тегерана в этой войне, указывают американские журналисты. Украина подвергается обстрелам с применением иранских дронов. Власти Украины обвиняют Россию в продолжающихся в последние недели обстрелах с использованием произведенных в Иране беспилотников «Шахед-136», нацеленных прежде всего на объекты украинской энергетической инфраструктуры. Иран отрицает поставки своих дронов в Россию, в то время как Кремль не комментирует эту информацию. Между тем, по информации СМИ, Иран пообещал поставить России ракеты класса «Земля-Земля», а также дополнительную партию беспилотных летательных аппаратов. Российская сторона запросила больше беспилотников и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью, особенно из семейства «Фатех» и «Зольфахрах», цитируют слова неизвестного иранского дипломата Reuters. В Российской Федерации готовят ужесточение ответственности за нарушение правил пребывания в стране. Об этом сообщил секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев, пишет издание «Интерфакс». Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов.
Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране, заявил Патрушев журналистам в среду. Он также отметил, что правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения террористических актов и иных преступлений. Кроме того, по словам Патрушева, значительное внимание будет обращено на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам. 3 сына главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан и 14-летний Адам, приехали в зону военных действий в Украине. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале. Подростки сразу же взялись за дело, как и подобает чеченским воинам, заявил глава региона. По словам Кадырова, Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам. К своему сообщению Кадыров прикрепил видеоролик, на котором его сыновья в военном обмундировании стреляют из РПГ и пулемета, сидя в траншее. Детей сопровождала старшая дочь глава Чечни, министр культуры республики, 23-летняя Айшат Кадырова. Вместе с ней они посетили штабное совещание бойцов батальона «Запад» Ахмат, который участвует в боевых действиях в Украине. О планах отправить своих сыновей в зону военных действий Кадыров сообщил еще в начале октября. Он заявил, что их военная подготовка началась еще с малых лет, и поэтому его сыновья готовы применить свои навыки в зоне СВО. Глава Чечни утверждал, что подростки сами хотят попасть на передовую, и он только приветствует их стремление.